Закон о трех колосках или закон 7/8, распространенное в исторической публицистике наименование постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопераций и укрепления общественной социалистической собственности. Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года впервые в советском праве обозначило социалистическую собственность как основу государства, ввело в правовой оборот понятие хищения социалистической собственности, государственного, колхозного и кооперативного имущества, а также установило жестокие меры за подобные преступления. Это лишение свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества, а при отягчающих обстоятельствах расстрел виновного с конфискацией его имущества. Амнистия по таким делам исключалась. После введения закона в силу на сельскохозяйственных объектах устанавливались дозорные вышки, высылались конные разъезды и часовые с винтовками. 26 июля 1935 года Политбюро приняло решение о снятии судимости с колхозников, осужденных неправомерно по статьям о хищениях. 16 января 1936 года выходит постановление ЦИК и СНК СССР о проверке дел лиц, осужденных по постановлению ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года, согласно которому Верховному суду, прокуратуре и НКВД поручалось проверить правильность применения постановления от 7 августа в отношении всех лиц, осужденных до 1 января 1935 года. Всего за хищение социалистической собственности за 1932 и 1939 годы было осуждено в РСФСР 181 827 человек. На 1 января 1939 года в ИТЛ НКВД СССР находились 27 661 заключенный за эти преступления. К 1941 году их количество снизилось до 22 441 человека. Постановление утратило силу в связи с принятием указа об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества, изданного 4 июня 1947 года.